друзья, на дворе вторник, 13 января 2026 года, 10 часов и 1 минута в Башкортостане. «Аспекты Башкортостана» начали очередной выпуск программы «Аспекты Республики». Значит, все в порядке. И мы сегодня в полном составе. Сегодня с вами здесь Женя Коноплин. И Руслан Валиев. Доброе утро, дорогие подписчики. Давайте обязательно все процедурки сделаем. Сразу лайочки поставим, кто уже успел присоединиться. Поздороваемся, подпишемся и тому подобное. Лайки, комментарии, донаты, которые можно делать также через, собственно, страницу в Ютубе. Для тех, у кого есть возможность это делать с карт иностранных банков. Для тех, кто нас смотрит за пределов Башкортостана и России, такая возможность есть. И здесь, как говорится, это то, что доктор прописал буквально. Дорогие друзья, очень ждем, очень нуждаемся. Нам нужно обновлять оборудование и мне, и Жене, и для того, чтобы все это работало, действительно нужна ваша помощь. Программе с российских карт можно помочь. Единственное, не доразобрались мы со всеми алгоритмами, но я думаю, что если какая-то круглая сумма прилетит в Telegram в виде звездочек вот этих, там тоже можно все это конвертировать как-то. Поэтому тоже как вариант. Элементарные Patreon и Boosty у нас есть в описании, они продолжают работать. И я на всякий случай напомню, что помощь иностранным агентам на сегодняшний день никак не возбраняется. Как и сотрудничество, кстати говоря, а именно общение, дача интервью. В этом смысле все в порядке, поэтому чураться нас рано, как минимум. Ну что ж, новости в стране и в мире по итогам понедельника сейчас будут озвучены. А вы, пожалуйста, продолжайте собираться в нашем чате, хотя я уже первые сообщения вижу. Это прекрасно. Итак, в 2025 году от российских ударов погибли около 2400 мирных украинцев, а 12 тысяч были ранены, что почти на треть больше, чем за год до этого, пишет Bloomberg со ссылкой на отчет европейских правительств. Во второй половине года Россия запускала по Украине в среднем 5300 беспилотников каждый месяц, что в 5 раз больше, чем в среднем в 2024 году. Общее число погибших мирных жителей в Украине с начала российского вторжения достигло примерно 15 тысяч человек, а число раненых превысило 40 тысяч, говорится в докладе. Среди погибших 758 детей. Интернет-провайдерам пригрозили уголовными делами за допуск россиян на заблокированные сайты. Роскомнадзор выявил у 33 операторов связи нарушение правил установки технических средств, которые используются для блокировки и замедления интернет-ресурсов. Регулятор сообщил, что всех этих провайдеров привлекут к административной ответственности. В Роскомнадзоре подчеркнули, что за повторные нарушения грозит уголовная ответственность и до 3 лет лишения свободы. Ай, бедный наш Уфанет. На Сахалине военный контракт предлагают заключить рыбакам. Как сообщает телеграм-канал АСТВ.ру, военные развернули мобильный пункт вербовки на войну в Украину прямо на льду замерзшего озера Изменчивого. Это популярное место для подледного лова корюшки. По данным медиазоны русской службы BBC, ведущих поименный подсчет убитых в Украине военных, по состоянию на 17 декабря на этой войне погибли минимум 997 жителей Сахалина. Что в 8 раз меньше, чем жителей Башкортостана, я напомню. Российского посла в Ереване Сергея Копыркина вызвали в МИД Армении, чтобы вручить ноту из-за высказываний телеведущего Владимира Соловьева. В эфире своей программы от 10 января Соловьев, комментируя операцию США в Венесуэле, заявил, что России тоже стоит наплевать на международное право и рассмотреть вариант силового вмешательства в дела Армении и стран Центральной Азии, чтобы не допустить их выхода из российской зоны влияния. Вот уже где искренность высшего уровня.
Погибшим сотрудником российской дипмиссии на Кипре был третий секретарь посольства Алексей Панов, следует из данных дипломатического листа. Исследователь российского влияния за границей Дмитрий Хмельницкий рассказал изданию «Эхо», что по данным его источников 41-летний Панов был офицером ГРУ в звании капитана. В его задачи входило обслуживание шпионской аппаратуры в посольстве и, предположительно, за пределами посольства. Панов, по сообщению дипмиссии, совершил самоубийство 8 января. Однако посольство обнародовало эту информацию лишь накануне, не впустило на свою территорию кипрских полицейских и не передало им предсмертную записку, предположительно оставленную Пановым. Бедняжка. Российские системы ПВО, которые были на вооружении у Венесуэлы, не были подключены к радарам в момент военной операции США, пишет «Нью-Йорк Таймс», со ссылкой на источники из числа американских чиновников. В успехе США в Венесуэле большую роль сыграла некомпетентность венесуэльских военных. Зенитные комплексы не были связаны между собой и, возможно, не работали годами. А война в Украине могла ограничить возможности Москвы поддерживать переданные Каракасу системы и полностью интегрировать их. Кроме того, в октябре президент Николас Мадуро говорил, что у Венесуэлы есть не меньше 5000 российских ПЗРК «Игла-С». Однако, как подчеркивает «Нью-Йорк Таймс», на видео задокументирован лишь один момент возможного выстрела из ПЗРК во время американской операции. Красавчики. NVIDIA планирует инвестировать $1 миллиард в течение 5 лет в новую лабораторию совместно с фармацевтической компанией Эли Лилу, чтобы ускорить внедрение искусственного интеллекта в отрасль, пишет Bloomberg. Лаборатория будет построена в Кремниевой долине и должна позволить автоматизировать большую часть экспериментальной работы. Как напоминает инсайдер, штат Юта запустил пилотную программу, в рамках которой впервые в США искусственному интеллекту разрешается продлевать медицинские рецепты без участия врача. Вот такой набор новостей мы имеем за вчера. Некоторые даже удивительным образом оптимистичные. Вообще, заявление Соловьева интересно хотя бы тем, что он говорит про то, что плевать на международное право, и нужно начинать СВО в Армении, грубо говоря, для обеспечения нацбезопасности. Так же, как это было с Украиной. Правильно я его понимаю? Вроде правильно. да. Ну, так, он, наверное, больше на Венесуэлу ссылается, в Украине. Владимир Рудольфович, а специальная военная операция в Украине почему началась? Потому что у нас какая-то нацбезопасность. Я так помню, что мы там спасали русских, что там нацисты, что еще что-то такое, да? Накачанная оружием Украина была. К Армении какой из этих пунктов подходит? Армянского нациста, для меня это какой-то персонаж из анекдота, в принципе. То есть я себе представить это плохо могу. Накачанная оружием Армения себя проявила с Азербайджаном. Да? То есть не помню я, чтобы она была накачана оружием. Да и русских там не то, что не обижают. Приезжайте на Сиван, называется, и вам будут всегда рады. Поэтому тут в этом плане маски сброшены. Спасибо, Владимир Рудольфович, за высказанную такую правду, которую мы до этого не слышали, наверное. Но если серьезно, мы прекрасно понимаем, что, конечно же, режим готов проводить эти спецоперации и совершенно точно в этом списке стран, о которых говорит Соловьев. Единственное, что радует и утешает, что пока никаких сил и ресурсов на это нет у режима. Режим пока завяз, как известно, в Украине. И в этом смысле даже надо сказать некоторое спасибо всем тем, кто сейчас находится в безопасности и в тишине. Им нужно благодарить украинцев за то, что пока их никто не трогает. Но надо действительно быть глупцом, чтобы не понимать, что следующие в списке, я уж там не могу точно сказать кто, но точно какие-то такие постсоветские государства. И это случится, и это будет бесконечно, и это будет всю жизнь, пока кое-кто здравствует и живет на этой земле. Вот в сухом остатке, что мы имеем. Друзья, вас мало в чате, хотя спасибо всем, кто пожелал доброго утра. А именно Юля, Газинур, Стобавовна, Фируза, Вальмир, также Наталья.
И ждем остальных, как говорится. В частности, наш Азат из Испании последние дни в этом году, по-моему, вообще ни разу не появлялся. Все ли в порядке? Все ли в курсе? Пожалуйста, сообщите о себе, если у вас все хорошо. Дорогой наш IT-специалист Азат. Вот. А мы что будем делать? Мы, наверное, будем переходить к нашей повестке. Ну, давай. Да. И, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло, хотя в данном случае не очень, наверное, подходит. Иногда в порыве, знаете ли, страсти, так сказать, наш глава республики проговаривается в нужную сторону для нас с вами. В частности, он заявил, что с войны против Украины могут вернуться десятки тысяч жителей республики. Вот тебе, пожалуйста. Значит, тут оперативка, я так понимаю, была, да? А там Руслан Хабибов, вице-премьер, докладывал о том, что 86 с лишним процентов вернувшихся с войны против Украины жителей республики прошли диспансеризацию. Дальше там другие цифры, кто не прошел, кто и так далее. И вот Хабиров на это отвечает. Центры поддержки должны быть в каждом городе. В районах тоже надо обратить внимание. Военнослужащие будут возвращаться. Уже вернулись более 3000, отметил он. Из них 77% трудоустроились, а оставшиеся 23% надо за этим следить. Пока 3000, а будут десятки тысяч, добавил он. Надо быть готовыми встретить воинов. Готовы ли мы? Надо думать, сказал Хабиров. Вот мы с вами, в общем-то, и так никаких сомнений не имели по поводу того, сколько там наших соотечественников. И вот мы уже говорим про десятки тысяч, которые вернутся. Около 10 тысяч скоро будет, как мы насчитаем уже тех, кто никогда не вернется. Вот и, в общем-то, делаем выводы. В общем, я думаю, что к 100 тысячам, может быть, мы еще и не подошли, выходцев из Башкортостана, которые отправились туда. Но если будет так продолжаться, я думаю, еще вопрос нескольких месяцев, и мы к этой цифре дойдем. Имею в виду общее число тех, кто отправился на войну. 100 тысяч – это 2-3% населения Башкортостана, получается, да, где-то. Если 4 миллиона. Ну, это, в общем-то, большой, довольно уж даже не малый, а серьезный город. И это все мужчины, опять же, в работоспособном относительно состоянии, вот, половозрелые, в конце концов, да, и способные производить потомство, уж извините. В общем, и сами все понимаете, насколько деградация буквально даже в человеческом смысле, да, в смысле человеческого капитала происходит и развивается в нашей родной республике. Но если учитывать демографию, да, которая в России не передовая, нет у нас каких-то рекордов мировых явно по рождаемости, конечно, да, это большой удар в любом случае. Даже с этой циничной точки зрения. Конечно, конечно. Понятно, что Россия и республика здесь не одни такие. Ясно, что в цивилизованном мире это вообще общая проблема, имею в виду демографию, да. Тут уж, как говорится, веяние времени. Вот. Но вот дополнительно вместо того, чтобы решать эту задачу, у нас идет усугубление по всем статьям. Вот уведомления пишут, что не было к эфиру. Вот есть у меня ощущение, что да, последние деньки что-то у нас что-то нехорошо. Поэтому люди медленно присоединяются, но спасибо, что присоединяются. 45. Может быть, вопрос к программистам, связанным с Ютубом, я не знаю. Но как минимум для подстраховки надо на колокольчик, наверное, нажать. Вот рядом с надписью «Стать спонсором» у меня на экране есть колокольчик. И он как бы вроде как должен гарантировать приход уведомлений, дорогие друзья. Хотя, о чем я говорю? Я думаю, что вы и без меня довольно опытные пользователи соцсетей, Ютуба в частности, и разберетесь с этим. Ну что, могу дать одну интересную новость. Она старенькая, один старенький пост, но мне просто так было смешно вчера это читать. Я искал всякие упоминания нас в других каналах.
и нашел одно, которое меня сильно насмешило, Руслан. Практически касается упоминаний чуть ли не гениталиев твоих, поэтому, у меня, да. У нас есть с тобой один из телеграм-каналов, который, я не знаю, как ты часто читал, я периодически могу натыкаться на интересные новости в небольших телеграм-каналах, там, до 1000, но они могут дать какую-то канву, за которой я могу зацепиться, что-то полезное написать, не только для нашего канала, кстати, а это тиражировать и дальше на федералов, в том числе там Русньюз, 7 на 7 и так далее. Один из таких телеграм-каналов назывался «Правда Башкирии». Они время от времени себе, конечно, позволяли фейки, за которые я, кстати, извинения так и не услышал, о том, что я, например, в рехабе берлинском 2 недели находился в сентябре, когда все мои подписчики в Инстаграме могли наблюдать, что я гуляю по Лилю и Амстердаму. Но не суть важно. Они же написали во второй половине декабря. Если ты помнишь, была эта история про мальчика, который... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, таджикский мальчик, убитый в Подмосковье, в школе. И они пишут следующее. Заметили, что только один новостной канал «Аспекты», который гордо себя именует независимым, не опубликовал у себя новость об убитом таджикском мальчике в Подмосковье. Все потому, что Коноплин поддерживает русскую националистическую идеологию, которая угнетает все нерусские вплоть до убийств. Нацист, он и есть нацист. Руслан Валиев настолько зависим от Коноплина, что не перечит ему в редакционной политике. Может, должен много чего Коноплину или расплатиться не может, а может, на Валиева есть компромат у Коноплина. Как бы то ни было, но Коноплин крепко держит за яйца Руслана Валиева. Это где? Еще раз. Я зашел «Правда в канал. Башкирии». Такой телеграм-канал, он время от времени что-то интересное писал. Подожди, я читаю. Последняя новость тут. Последний, я говорю, я чуть старое взял, но тем не менее, просто мы это проглядели по понятным причинам. Это было еще вторая половина декабря. Но, господи, понимаешь, для меня хрен бы с ними, это все понятно, там, Коноплин нацист, имперец там, и так далее, хотя должен сказать, что у нас с Русланом взгляды отличаются в нюансах, и как бы ни я не русский шовинист, ни он, никто, это очевидно любому здравомыслящему человеку. Меня больше интересует то, как наше общество с каждым днем это можно оценить, оно расходится, оно все более радикализируется, оно ищет какие-то, как знаешь, когда я читал последние годы правления Николая II, мистицизм какой-то появляется, какие-то появляются теории заговоров. Вчера у нас одна из подписчиц писала, что войну в Украине начали евреи, и евреи набирают каких-то россиян по деревням. Я думаю, какие евреи? Неужели Путин все-таки еврей? Или Зеленский набирает мальчиков в деревнях, чтобы они ехали и убивали? Непонятно. И приведу пару коротких примеров. У нас я себе как-то позволил хулу написать на некую Екатерину Дунцову, которая сейчас активизировалась в связи с выборами парламентскими. Что-то они там пытаются, выглядит это пока что не совсем упорядоченно и перспективно, но тем не менее. Я написал, через некоторое время об этом узнали в иноагентском чатике, потому что кто-то там где-то подписан куда-то, чего-то, кого-то. И через моих знакомых начали спрашивать, типа, а Женя, он на ФБК работает, да? Он поэтому про нас, типа, такой написал? Господи. И так постоянно. Тут на ФБК, не знаю, какие-нибудь Габасов националисты чуть ли меня уже не прокремлевским называют. Прокремлевские и русская община время от времени про нас писали, что такие, как я, оправдывают как раз-таки сепаратистов в лице Руслана Габасова. Не знаю, ФБК в последнее время, можете зайти в комментарии, я горько сожалею о том, что происходит в последнее время между мной и людьми, которые время от времени мне помогали. Я про Федю Телина, то, что он пишет в комментарии про нас, и в частности про меня, про тебя он некоторое время назад писал, да, там типа полгода, год. Это очень обидно, потому что я честно признаюсь, когда я пришел в «Аспекты», мне помогали помимо Руслана Валиева, Телин, тем, что я с ним созванивался, я действительно спрашивал какие-то нюансы
там башкортостанской ситуации какую-то ориентацию, потому что я понимал, что Телин человек искренний очень, и человек, который что-то знает. Сейчас мы враги там все, потому что у нас где-то отличаются взгляды. И вот эта радикализация, он мне, кстати, тоже писал как-то, что тебе же не платит Невзлин, почему ты таких взглядов? Я думаю, а где осталось ли в России хоть какой-то намек на независимость? Можно ли быть независимым? Ты в конкретный случай попадешь в точку, где ты для всех являешься каким-то агентом. Там, для этих Кремля, для этих еще кого-то. И это очень обидно, потому что многие же до сих пор думают, что Путин уйдет и у нас расцветут цветы на клумбах, но как будто бы этот кризис преодолевать очень сложно. Я уж не говорю, там, я точно не Евгений Чичваркин, да, там, не эксперт во всех вопросах и не намекаю на гражданскую войну, но она перманентно так или иначе в такой холодной фазе идет уже сейчас. Угу. Есть такое ощущение. Тут Стобавов делает замечание, что Федор Телин не ФБК. Ну, формально, наверное, он сейчас там не работает, но имеется в виду... Штабист, господи. Идеологически, наверное, да, все-таки, да? Это 100%. Ну, я тут не буду повторять 100-500 раз то, как меня лично это удручает. Не это конкретно, а вообще в целом. Значит, перетягивание одеял, навешивание ярлыков, наверное, самое главное. Вот. Причем людям отказывают в праве иметь собственное мнение. Вот как ты говоришь по поводу денег, да, то есть, ну, человек может не поддерживать условного Невзлина, да, и не оправдывать возможные его действия, но видеть сомнительность высказываний, скажем так, и обвинений с другой стороны. И, в общем-то, это дискуссионные, мне кажется, темы. Ой, дискуссии таким образом мы хотим вернуть все-таки, насколько это возможно, наши эфиры. Я уже вчера об этом говорил. И вот в пятницу, я думаю, что у нас состоится первая программа «Аспекты мнений». Разифа ждем, нашего дорогого Абдуллина. Как раз и обсудим, что там у них за дела, что за партии, что за ячейки, кто там что делает и вообще, что они об этом думают. Вот мне лично довольно интересно, потому что я сам плохо понимаю мотивы, я уже об этом тут высказывался, для чего нужно вообще сейчас, находясь внутри, что-то делать, насколько это имеет смысл, насколько это безопасно. Вот все эти сомнения, как бы они есть, и поэтому пусть наша аудитория сама, как говорится, услышит из первых уст ответы на эти вопросы. Поэтому, друзья, вы в свою очередь эти вопросы и другие тоже вопросы можете нам присылать. Будем, как говорится, аккумулировать их в общий пул, как это делает, в частности, Алексей Алексеевич Венедиктов, когда анонсирует интервью. Интересная картина получается. Руслан платит Разифу и является серым кардиналом партии «Рассвет», по мнению некоторых пропагандистов. Да. А я при этом крепко держу Руслана за то самое место. Поэтому я серый кардинал, в принципе, башкирской политики, ребят. Конечно, конечно. Именно так все и происходит. Да, но и мы оба вместе не понимаем, что движет ребятами в Уфе для того, чтобы они там организовывали какие-то ячейки. И узнаем об организации этих самых ячеек последними. Но уж точно позже, чем какой-нибудь там, прости господи, Арслан Нигаматьянов. Ой, как все запутанно, как говорится, да? Так. Я хотел новость в продолжении первой, а мы тут прям в другую тему ушли, но ничего. Смотрите, у нас тут пока Хабиров беспокоится о войнах, защищающих Родину, а не все, скажем так, разделяют его в этом смысле отношения и оптимизм. И оказывается, в Уфе случилось избиение участника СВО в ночном клубе, коим заинтересовался Бастрыкин. Ну, якобы заинтересовался, да? Значит, участник СВО обратился сам к главе СК Бастрыкину и заявил, что его избили, причем к инциденту с избиением имеет отношение некий смотрящий за городом Кумертау. Значит, Павел, так зовут пострадавшего, выложил в соцсетях видео, в котором рассказал, что это все произошло, нет, вру,
контракт он подписал в августе 24 года. Ранение получил в 25-м. Проходил лечение в Москве, потом получил отпуск, приехал к родителям в Кумертау, пошел в ночной клуб, возле которого и случилась потасовка, где он был избит. Никого не трогал, никому не мешал. Ко мне подошел незнакомый парень, позвал выйти на улицу. В общем, получил люлей. А в конце концов, и теперь хотят разобраться на высшем уровне, а достойно ли было его поведение. Скорее всего, по умолчанию оно считается достойным, потому что героям СВО все можно и все простительно. По крайней мере, так пытаются выстроить парадигму российские и республиканские власти. Посмотрим. Так мне интересно, у нас, то есть, 26-й год правления Владимира Владимировича Путина. Борьба с трущобами была, с нищетой и с организованной преступностью. У нас же нету организованной преступности. У нас вся эта хрень осталась в 90-е. Шакро молодого не существует, Дед Хасана нету, Япончика нету. Мы просто в счастливое время живем. А у нас, оказывается, в Кумертау новый смотрящий. Я уж молчу про Салават, который имеет огромные традиции подобных товарищей и многих других мест в России. Я уж молчу про Краснодарский край, про Кубань. Везде есть, так сказать, авторитетные люди. Но, да, интересно. Куда, оказывается, все не делось. Вот так. Так, ну что там с этим нашим Мадуро-то, поддержкой, я так думаю, надо отметить, пока нет. Конечно. Вчера я просто сам, как Мадуро, практически выиграл выборы у товарища Рустама Хафизова. Как тут не поделиться данным событием? Итак, у нас уфимский коммунист Рустам Хафизов вышел на одиночный пикет в поддержку Мадуро. Итак, 11 января это произошло на площади Ленина в Уфе. Собственно, что он говорит? Это акция солидарности с народом. С каким народом? Не очень понятно. Который противостоит внешнему вмешательству и сохраняет свой суверенитет, заявил Хафизов. Активист подчеркнул, что его поступок – последовательная реализация принципов, которые отстаивает партия. Видимо, партия КПРФ. Да. Если отбросить все эмоции, у меня только один вопрос. Почему они так ратуют за вот этот вот пресловутый суверенитет? Любой ценой, пусть народы будут в нищете, пусть они там, я не знаю, загибаются от голода, миллионами бегут за границу по возможности, десятками тысяч сидят в тюрьмах, но лишь бы они были в суверенитете, значит, от цивилизованного мира. Уж не потому ли, что такого рода деятели, как Хафизов, в этой мутной воде суверенитета, скажем так, чувствуют себя гораздо более уверенно, чем если бы, например, они жили в правовом государстве, где за любые проступки можно было бы понести ответственность. Не знаю, это лишь теория. Я удивлялся еще, когда у него интервью брал, как можно быть одновременно предпринимателем, заниматься бизнесом, в то же самое время быть коммунистом, то есть критиковать власти за некие там либеральные вещи, и в то же самое время быть оголтелым Z-патриотом, фашистом, по сути дела, поддерживать войну и убийство. И это все в одной голове, в одних руках уживается, что, мягко говоря, вызывает оторопь. Это в лучшем случае. Но у нас это случается, я имею в виду пикеты в поддержку всякого рода упырей, и вроде как никаких последствий, никто его не задержал, штраф не выписал. Хотя, если бы вышли с пикетом, например, в поддержку уже, к сожалению, мертвого Алексея Навального, то мы бы, наверное, ждали других результатов, и не только ждали, а увидели их. Так уж у нас выстроено все. Безусловно, да, конечно, я не буду сейчас цитировать свой пост в ответ Хафизову, но когда он говорит про солидарность с народом, мне становится очень грустно, потому что, я лично присутствовал на многих митингах венесуэльцев, и, конечно, у ребят есть, даже, я бы сказал, недовольство многими левыми силами и в Европе, и в Штатах
в связи с тем, что люди отстаивают то самое там, международное право, вот эту вот пресловутую какую-то стабильность внутри страны в лице избранного ими, типа избранного лидера, потому что они действительно миллионы венесуэльцев, а гораздо даже больше, я насколько понимаю, чем сирийцев и украинцев, где войны идут, оказалось вне дома. Там ужасная абсолютно экономическая ситуация, там людей и расстреливали, и сажали многочисленно, огромное количество политзаключенных. Я видел эти слезы здесь по Европе, и они действительно теперь оголтелые фанаты Трампа. Хотя еще вчера, я думаю, эта фигура их мало интересовала. Он действительно национальный герой теперь для этой страны. И может Хафизов, если он протрет глаза после новогодних праздников, почитать независимую социологию по поводу поддержки того же Мадуро, что внутри страны, что и за пределами. Мы не видели в Венесуэле ни одного крупного митинга в поддержку Мадуро. Зато мы видели по всему миру огромные демонстрации венесуэльцев, радостных, счастливых, которые хотят домой. Надо понимать, что менталитет какой-то пресловутый, вот уклад жизни венесуэльцев, он сильно отличается от немецкого. Они более открытые, любящие тепло, веселье люди. Для них это все чуждо. Для ребят из этой страны, они прям хотят домой. То есть, если взять процент украинцев, которые хотят домой, из моего окружения, он близится потихонечку туда, где-то процентом к 10, к нулю, знаешь, то есть, есть определенная динамика. У венесуэльцев она не падает, они хотят скорее домой, скорее к семьям, вот такие люди. В основной СМС-системе, с кем я общаюсь, я много с кем из венесуэльцев общаюсь. Я за них очень рад, на самом деле. Прекрасный опыт. Я про венесуэльцев здесь вообще ничего не слышал, конечно, но, как обычно, я вне того, что происходит вокруг. Вот. Тут вот был вопрос про некого Евгения Ступина. Я, к сожалению, впервые слышу данное имя, поэтому никак не могу ответить на вопрос, где он находится. Кто-то спрашивал. Был вопрос. Ну ладно, сейчас не вижу. Продолжаем. У нас баймакское дело. Я напомню, что в конце прошлого года вынесены приговоры всем так называемым участникам баймакского дела. И сейчас идет процесс, давно идет процесс в Оренбурге против так называемых организаторов. Поэтому наши коллеги-журналисты из американского медиа «Радио Свобода» продолжают публиковать истории фигурантов Баймака, героев Баймака. И вот очередная история. История Валляма Муталлапова. Что хочу отметить из того, что здесь написано. О задержании силовиками 29-летнего жителя деревни Буранбаева Баймакского района стало известно 10 февраля 2024 года. Кстати, совсем скоро 2-летие событий в Баймаке. Подумать только, да, как много времени прошло. И почти 2 года герои находятся в заключении. Значит, 9 июня будет 4 месяца, когда моего мужа увезли, писала его жена Лилия Муталлапова в конце мая 2024 года. Что только не произошло за 4 месяца. 2,5 месяца он провел в одиночном заключении в СИЗО, и только в конце апреля его перевели в общую камеру. В начале марта в нашем доме не работала печь. Слава богу, что пристрой к дому отапливали обогревателем. Видите, и бытовые проблемы тоже людей очень серьезно коснулись. Значит, Валлям – старший сын у своих родителей, рассказали журналистам на условиях анонимности знающие мужчину-активисты. В 18 лет рано он женился, сейчас в его семье уже 4 детей. Почти все время он со своей семьей прожил в Буранбаево. После 9 класса поступил в Зауральский агропромышленный колледж в Баймаке, где получил профессию механизатора. Работал в колхозе трактористом, пастухом. Потом где-то более 2 лет проработал на вахте на северах. Вернулся, стал на своем тракторе работать на себя. Кому дрова привезти, кому с сеном помочь. Ну, то есть такой обычный сельский парень, который помогает окружающим. Значит, тут про детей. Останавливаться уж не буду, времени совсем немного. Жена ходила на свидания, в том числе с детьми, благо эти свидания были.
Старший папу узнал, младший присматривался, потом по следам старшего брата стал в стекло стучать, чтобы попасть к отцу. Когда отца увели на глазах сына, он заплакал. То есть свидания происходили через стекло. Как же это жестоко на самом деле. В сентябре 24 года дело нашего героя Вальяма Муталлапова и еще нескольких других фигурантов направили в Центральный районный суд Оренбурга. Судья Руслан Абдрашитов судил эту группу баймакцев. И, соответственно, дальше в пропагандистском фильме «Анатомия башкирского национализма», который вышел в феврале 25 года на БСТ, показали кадры с одного из судебных заседаний по этому делу. В ответ на вопрос судьи, сожалеют ли обвиняемые о случившемся, они, в том числе Муталлапов, ответили утвердительно и добавили, что раскаивается в содеянном. Вот такая вот история. В марте их всех, в том числе Муталлапова, признали виновными. И какой срок дали? Его непосредственно Вальяма Муталлапова к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы приговорили. Вот такая вот история. В общем, одна в ряду многочисленных других историй, трагедий наших с вами героев. Организатор митинга, господи, человек обычный парень, не будет организатор митинга такой прям вот, я не знаю, прожженный активист, борец, революционер, там, сепаратист. 18 лет жениться, заводить 4 детей и стараться изо всех сил там выкарабкаться, работать с работы на работу. Человек вышел из-за несправедливости, теперь столько детей остались без кормильца. И мне, конечно, во всем этом больше всего бесит, так как все-таки я живой человек, бесит, конечно, бывшие коллеги с телеканала БСТ. Дорогие товарищи, вот снимать такие фильмы, вы же пишете сценарии, вы же вообще, как-то, вы же не под наркотой, я же в курсе, у вас и денег-то нету при зарплате в 40 тысяч рублей, которые вам там, дай бог, платят сейчас, в мое время 30. Вот, я же знаю, чем это. Вот если проснемся мы в прекрасной России будущего, это же будет мычание, бычание, мы не знали. Что вы не знали? Почитайте историю этого человека, это же свинство просто, если не сказать другим словом, это не назвать. Мне очень стыдно за вас. Я, конечно, не Ростислав, не буду там ходить рассказывать каждые 2 дня про бывших друзей, но я этих коллег помню, среди них много порядочных людей было в какой-то момент, да, может быть, не слишком сведущих в политике, может быть, не совсем понимающих процессы происходящие, но тем не менее сейчас-то мы подошли к точке, когда политика коснулась вашей семьи, вас, родственников. Многие на БСТ работающие, они тоже из этих сел, из этих маленьких городов, и они не находятся где-то там в отрыве в Уфе на телецентре. Это люди, у которых все родственники там живут. Я не понимаю. Абсолютно поддерживаю. И перехожу к следующей теме. У нас тут бытовые, знаете ли, менее такие глобальные темы тоже есть. И вот для разнообразия, как говорится, давайте обратим внимание на нашего дорогого, знаете ли, персонажа, как его назвать, Тайвона Курултаевича Бесшанцева, в образе которого блогер Федан Кульмухаметов решает проблемы республики, причем реально решает, может быть, не глобальные, но местечковые, очень даже решает на протяжении более чем года уже. И вот он проинспектировал дом, один из домов в Уфе, где, мягко говоря, картина внутри, она привычная, конечно, для Уфы и для многих городов в стране. Но вот я как посмотрел это видео, настолько, кажется, это все из другого мира уже, настолько отвык видеть такого рода подъезды. Хотя тут даже дело не в том, как это выглядит, а в том, как элементарные правила безопасности и удобства для, в том числе, пожилых людей не соблюдаются. Давайте этот ролик небольшой посмотрим, а потом продолжим. Добрый день, дорогие избиратели. Видели видео в одном из домов города Уфы, в котором бабушка упала с лестницы и сломала руки и ноги из-за отсутствия перил? Мы нашли этот дом и этот подъезд, и здесь действительно ни с одной из сторон нету перил, хотя по всем правилам и строительным нормам, по ГОСТам и СТИПам они здесь должны быть. Ну и как здесь подниматься пенсионерам и пожилым людям? Управляющая компания, не будьте перилами, поставьте перилы. Имейте совесть, они и такие все деньги мошенникам переводят. Хотя вы это называете платежками за ЖКХ. А управляющая компания где находится? На Орджоникидзе? У него номер какой-то есть?
ЖУ-47 раньше было, сейчас не знаю. ЖУ-47. Встает резонный вопрос. А зачем вы собираете деньги на капремонт, если элементарные перила не можете установить? Я не пойму, простой народ вам что, шутка какая-то? Тогда ловите шутку от народа. Однажды в Калининском районе по адресу Кольцевая, 180 не сделали перилы. И всех пересажали к чертям собачьим. Берегите себя и голосуйте за партию Халык знает. Хз, как дальше жить? Спасибо Тайфуну Курултаевичу за то, что неравнодушен к таким проблемам. Ну, а в сухом остатке тут, мне кажется, разговор про величие должен быть вот именно. То есть о том, в какой великой стране все это происходит, в стране, которая пытается решить общемировые проблемы, избавиться от мирового зла, элементарно в столице крупной, богатой республики, вот такого рода мы видим подъезды. И это же не один такой подъезд. Давайте быть честными, как говорится, перед самими собой. У кого еще такой, как говорится? Вы поднимите руки, напишите в чате. Федан действительно молодец. Он, несмотря на то, что времена известные, многие вещи называет буквально своими именами. Это очень круто. Очень здорово, что он сумел переключиться, в том числе с каких-то крупных, таких глобальных вещей на такие узкие, локальные вроде как, но очень важные. Потому что я до сих пор встречаю, иногда даже звоню некоторым товарищам, которые берут из Уфы и без всяких ограничений делают какие-нибудь рилсы, сторис с критикой Путина, причем матом там, или еще что-нибудь такое там про войну. Я говорю, дорогие товарищи, ну давайте, если вы хотите быть полезными, действительно, если хотите что-то делать, вот у вас полно примеров. Занимайтесь там, не знаю, ТСЖ, ямами, Тайфуном Курултаевичем, там, его контентом, а не вот этим всем. И до сих пор вот считаю абсолютно справедливо, мне кажется, что нужно, конечно, переключить свою зону внимания на время, может быть, на что-то такое, но оно ведь абсолютно наглядно демонстрирует. Россия вообще в целом такая интересная империя, потому что в ней вот эти все прорехи империи, ее недостатки, они видны ярче, чем в какой-либо другой империи, кажется, да, особенно за последнее время имеется в виду, я не 12 век беру, потому что действительно вот этот приоритет какого-то внешнего, какого-то величия над тем, чтобы у тебя действительно были чистые подъезды и была комфортная среда, она конечно, видна. Именно так. Именно так. А подъезд это как символ, да? Это символ такой вот как бы вопиющий, причем символ. Таких полно показателей. Это можно идти по улицам городов, садиться в общественный транспорт, конкретно Уфы, на дороги, деревни. Это все, пожалуйста, огромный список. Вот, но подъезд это прям то, что вот оно под рукой, а именно у горожан. Так что хотелось бы, чтобы на это внимание обращали почаще так называемые ура-патриоты. Ну а мы дальше идем и скажем, ну если хотите, про позитив. Можно ли это считать позитивом? В Уфе в конце концов открыли, знаете ли, Хакимовскую мечеть, что находится напротив арт-квадрата по улице Мустая Карима. Мне казалось, что еще при мне, когда там все было готово к открытию, вот эти вот навершия минаретов, которые повесили еще там лет 5 назад, новость сделали на эхе Москвы в Уфе, потом там ремонт был завершен, казалось бы, и вот только-только эту мечеть открыли. Уфа у нас отличается, как известно, малым количеством такого рода заведений, в отличие, например, от Казани, и это отдельная, как бы, ну, я не знаю, боль, не боль, но любопытный факт, я бы это назвал. Не то, чтобы как-то у нас уфимцы сильно страдают в отсутствии большого количества мечетей, но вот так сложилось. Это исторический объект, он работал там давно, как говорится, в дореволюционные времена, и вот заработал вновь, наверное, справедливо, что это случилось таки. Тут вот фотографии, я вот не обратил внимания, вам показали, нет, Талгат Таджуддин, то есть в его епархии, получается, данное заведение. Он присутствовал на открытии, выступил в своем наряде хаджи, точнее, старика Хаттабыча, значит, и выступил.
Добавить особо нечего. Случилось хорошо. Объект культурного наследия, судя по всему, симпатичный объект в центре города. Это неплохо. С точки зрения туризма, в конце концов, там какой-то такой разнообразие какого-то. Вот. Что-нибудь ляпну, потом придется за это отвечать. А у меня есть новость, которую спасибо подписчику, потому что я вот в моменте, у нас, видите, поток новостей же он нескончаемый, а когда этим занимается, там, грубо говоря, один человек, который я пытаюсь и написать новость, и при этом там придумать какую-то картинку и что-то найти дополнительно. Конечно, у меня не всегда глаз иногда замыливается, чтобы что-то действительно вытащить интересное, но в новости про то, что в Уфе судоремонтный завод задолжал рабочим более 2,5 миллионов рублей зарплаты, запомним эту цифру, 2,5 миллиона. О чем говорится? В Уфе выявили задолженность. Как сообщили в прокуратуре, предприятие не выплатило деньги 43 работникам за октябрь-ноябрь 2025 года. 43 работника, октябрь-ноябрь, 2,5 миллиона. Ну, нетрудно догадаться, что зарплата получается где-то в районе 30 тысяч рублей. На сегодняшний день в России это... зарплаты, я не знаю, у нас должны быть пособия по безработице в худшем случае такие, а не зарплаты, чтобы человек 5 дней в неделю ходил и что-то там делал, я не знаю, какой-то деятельностью занимался. Это ужасно просто. Вообще много таких у нас сейчас задолженностей в разных местах, мы часто об этом пишем. Вот, также можно... Времени не так много, быстро попробую пройтись. Собственно, медицинские учреждения Башкортостана накопили почти 1 миллиард рублей долгов. Про это есть большая новость от Пруфов. Что они пишут? Высокая кредиторская задолженность больниц и поликлиник. Собственно, в 2024 году общий объем долгов достигал 706 миллионов рублей. Финансирование здравоохранения проходит через многоступенчатую систему. При этом страховые организации часто отказывают в оплате услуг или штрафуют медучреждения за формальные нарушения, что усугубляет положение больниц. По информации издания, в ряде учреждений значительная часть бюджета уходит на зарплаты персоналу, из-за чего средств на лекарства, коммунальные услуги и содержание зданий не хватает. В частности, Кармаскалинская ЦРБ оказалась в ситуации, когда налоговая служба начала взыскивать долги через суд. Тут я в качестве картинки добавил цитату Пескова о том, что экономика России обеспечивает все нужды СВО и, собственно, экономика абсолютно заточена на обеспечение социального характера государства. Вот такая вот панорама получается. Ну, противоречия буквально на поверхности, они у нас на каждом шагу. И это прекрасно, опять же, иллюстрирует реальное положение вещей. Если без эмоций, без каких-то оценочных суждений, просто смотреть правде в глаза, то мы вот видим благодаря этим событиям, этим фактам, насколько все у нас криво и косо. И хотелось бы, чтобы это начали видеть в том числе и те, кто отравлен пропагандой. Хотя это наивно, конечно же, с моей стороны, ожидать, чтобы такого рода новости заставили людей отбросить мрак мифов и, соответственно, начать думать. Вряд ли это случится в короткий срок. Так, спасибо за лайк Алексу в чате. Вот, Софья отметила Хаттабыча. Я где-то сам это услышал, даже не сам придумал по поводу Таджуддина. Но дед, конечно, ведет себя очень своеобразно. Где-то он даже комментировал свой внешний вид и сказал, что вроде как ничего в этом такого удивительного нет. В общем, самовыражается человек. Не самое страшное, на самом деле, это из того, что он делает. Самое плохое, это то, что на старости лет он стал одним из пособников фашистского режима. Вот это хуже. Ну, а если еще новость глянуть, я вот в Башинформе никакой такой сверхвыдающейся пропаганды накануне не нашел. И взял простую такую новость о том, что утвержден очередной масштабный проект застройки в историческом центре.
Вот. Новость, которую преподносят как, видимо, замечательную и положительную, конечно же, мы должны понимать, что в сухом остатке эта новость ужасная, потому что идет уничтожение города в его историческом центре. В данном случае 37 с лишним гектаров на пересечении Софьи Перовской, Кавказской, Высотной и Академика Ураксина. Тут старая Уфа, так называемая, судя по всему, действительно места без выдающихся исторических зданий все-таки, в отличие от реального центра. Вот. И здесь будут новые 32-этажки. Когда мы с вами дожили до времени, что 25-этажки это уже не максимум. Помните, 25-этажки считались, прям круто. Это много. А теперь 32 это уже стало нормой. 32, 34, 35 бывает. Это, конечно, потрясающе в отрицательном смысле, потому что я продолжаю настаивать, что высотные дома – это непригодные для качественной жизни объекты. Это гостиницы могут быть, офисы, какие-то кампусы даже, может быть, студенческие, окей, но никак не качественное жилье, где происходит формирование сообщества соседей, жильцов, которые вместе готовы переживать, болеть за собственный дом, за собственный двор, где люди друг друга знают хотя бы частично, помогают друг другу, вместе что-то делают. Все это исключено в огромных муравейниках, где люди, каждый сам предоставлен сам себе, и каждый день видит в лифте все новые и новые лица, потому что запомнить кого бы то ни было невозможно. Даже если ты на этом лифте едешь 15 минут, да, с 32 этажа, спуститься вниз – это целый квест, я думаю, что в утренний час пик, особенно если лифт собирает по каждому этажу всех страждущих спуститься. В общем, ужасно. Как потом с этим наследием жить – это отдельная проблема. Дорогие друзья, у нас 32 лайка сейчас, при этом нас смотрит 60 с чем-то в лайве людей. Могу рассчитывать на то, что нас там 150-200 человек всего посмотрели за время нашего эфира. Пожалуйста, лайки поставьте, потому что процент все еще выглядит невнушительно. Хочется больше, всем нам хочется больше внимания, больше, собственно, охватов для того, чтобы те же самые Z-патриоты нас, может быть, где-то и услышали, по крайней мере, в Башкортостане. Последняя новость от меня, я думаю, на этом плюс-минус будем заканчивать. Она от прекрасного канала Уфа Сити Ми, о том, что финансирование ЖКХ в Башкортостане снизилось почти на 30%. Собственно, год назад Башинформ бодро отчитывался, что в 2024 году было направлено 11,5 миллиардов рублей бюджетных средств на ЖКХ, только бюджет без привлеченных внебюджетных и прочей магии. Уже тогда цифра выглядела сомнительно, о чем мы и писали, но никого это не смутило. Теперь новый отрицательный рост. В 2025 году пишут, как из бюджета на ЖКХ направили уже 8,3 миллиарда, что даже по их данным на 30% меньше. Но дальше классика жанра. Из этих 8,3 отдельно выделяют 2,5. Затем внезапно в тексте появляются еще 8,5 миллиардов уже без привязки к предыдущим суммам. Про те самые 2,5 миллиарда отдельно уточняют, что это на 22% больше, чем в прошлом году. Однако в прошлом же у нас было 11,5, а сейчас то ли 8,3, то ли 2,5. То есть непонятно. Вот. Логика потерялась, математика сломалась, отчет получился красив. Такая вот Спасибо большое нашим коллегам, да, Уфа Сити Ми, которые действительно в теме разбираются и следят за вопросами ЖКХ. Ну а мы ждем новых платежек и сообщения от вас, дорогие друзья, насколько тарифы вырастут в начале наступившего года. Итак, в Уфе вроде как минус 10, такой средней степени морозец. У нас за окном потеплело. Будем ждать таяния снега, который залежался, надо сказать, в этом году. Вот. И прощаемся, что ли, на этом. Спасибо. Друзья, лайки действительно не забудьте. Не забудьте также прокомментировать услышанное и увиденное сегодня. Мы с вами увидимся в эфире завтра. Любого содержания комментарий. Спасибо.
негодяи, имперцы, друг друга там куда-то кто-то кому-то платит, нам плевать. Главное, чтобы охваты росли. Чем больше охватов, тем более ценна наша работа, а значит, надо продолжать. Спасибо, всем пока. Хорошего дня.